Оттолкнуться посильнее и полететь как можно выше с новыми качелями. Это под силу каждому ребенку. Улица Шоссейная в сельском поселении Троицкое. Абубакар Мухиев вспоминает. Раньше они развлекали себя играми в жмурки и догонялки, где придется. Порой даже на проезжей части. Благодаря партийной программе «Комфортная городская среда» их уличный досуг стал куда интереснее и, что важно, безопаснее. На новой площадке им предусмотрели мягкое покрытие, установили мини-аттракцион и воркаут-зону. Раньше было скучно, никто не выходил за скучности. Сейчас все дети рады, играют, сейчас я тоже рад сильно. Детскую площадку установили на месте старого многоквартирного дома. Его снесли. Жителям выдали квартиры в новой 4-этажке. Квартиры возвели по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Для Зары Кадзоевой, которая живет здесь с 1991 года, такие условия – настоящий подарок. Канализация Ярик хаугуш хаджулш, чахал дохкартха. Я хамдагадиха, тхун я гулк дячен, я квартир жячен, дял ряс хейл вазен дял. Чахулк дятхун. Хадж ахпаргто ятхугрир. Цецдян багди хаяхаш, ишта да хайхаш, положень хултхок. На смену еще одному старому пустырю пришли яркие качели и на улице Ростовская. Это второй по счету многоквартирный дом в селе, построенный по той же программе переселения граждан из ветхого жилья. На благоустройство дворовой территории ушло около 3 миллионов рублей. Единственное, дихардаса, что дихарда, дико воду, дико воду лечат, я надежде дес, он дес ритуальный дом отсюда, а может за война это. Дир сам дихва, хам дихва, хей нормально, да хамалдар диктатор. Позаботились ли и о спортивной составляющей. Круглосуточное в распоряжении любителей спорта на 12 тысяч квадратных метров разместился футбольный стадион. Общая площадь покрытия 100 метров в длину и 55 в ширину. Проект построили по той же партийной программе на сумму около 9 миллионов рублей. Предусмотрели здесь и специальные вагончики с раздевалками. Территорию полностью огородили и установили лавочки. Полноценно заниматься дуаус. Дворовой футбол яхаш. Теперь Троицкий берег переместить яхат Куана в республике Асайвати уже до Арбалби в Санкт-Петербурге. Финальный шаг теперь Троицкий берег это сигнал уже так. Янгуш тепер وربو حبيج لاتر يكفول حبيج زيج متابع موت بير دولت ده شحم مشغول يدولت دي نغبات صوص اسمع تعدوجي ابلا دينا دن تعدوجي اس بروبليم يتخ ترن خد قوان خد يا لاتر دس الشكل أو داق الشيء بتاع بعد قال يدعم بولي ونخ بولي خبات يدعم بين نغب يقدر بيبيس ليش نقاس حتى بولي ديشات نخ أغني شيء نوع إسكوستين بلاريم جو أحدري ترى حمدات سدا штатные единицы ястрок. Готовят в Троицком подарок для дошколят. К имеющимся в селе 2 детским садам теперь прибавится еще один. Его строительство идет полным ходом. Новый детский сад возводится в рамках реализации национального проекта образования и рассчитан на 220 малышей. Это 12 групп, включая ясельную. Проект предусматривает строительство игровых зон, комнат отдыха и пищеблок. В общем, для всестороннего развития детей здесь будут созданы все условия. Нулевой цикл будущего детского сада полностью готов. Каркас из монолитного железобетона первого этажа строители уже возвели. Сейчас они заняты установкой арматуры для заливки 2 и 3 этажей. Завершить строительство подрядная организация планирует к концу 2019 года. К этому времени здесь появятся дополнительные рабочие места и для жителей сельского поселения. Мы работу ведем в данный момент и днем, и вечером. Пытаемся уложить срок. Если учитывать юрты кажется, дик подспорье юрта. Болош, бибол, мотик лош, потом элина, садик береж заштала наши балх парад, балх бага кадар дик голхужи юрта. Чау клон. А так поэтапно у нас все идет в сроки. Хаит еще материал финансирования, все у нас четко работа была.
Не могут нарадоваться грядущим изменениям и работники медицины. В рамках реализации национального проекта здравоохранения в селе идут строительные работы по возведению поликлиники с дневным стационаром на 60 мест. Проходить лечение по таким направлениям, как терапия, хирургия, стоматология, педиатрия, которые предполагают амбулатории, местным больным приходилось в ветхих условиях. Новое здание обещает решить эту проблему на долгие годы. Это очень хорошее подспорье и очень большое важное дело для программы социально-экономического развития села. Это очень нужное, очень временное, и поэтому мы очень довольны этим зданием, этим поликлиником. До конца года его должны сдать. Вроде все движется по плану. Условия, конечно, у нас оставляли желать лучшего. Надеюсь, с постройкой нового здания и нам, как работникам, и всему населению будет комфортно в этих условиях находиться и вести нам прием, оказывать помощь, и больным будет комфортно приходить к нам и наблюдаться у нас. Большую работу в селе провели и с ветхим газопроводом по линии «Газпрома». С прошлого года здесь прокладывают 68 километров полиэтиленовых труб во втором микрорайоне. Впрочем, в планах местных властей строительство еще нескольких объектов. На улице Международная скоро появится школа на 720 ученических мест. إسحيتش شيء زري قادي لخشير قاتشلس قو شكولي حيزر إرمتكير قاستديا لحت عدلا متكيتك международной улице вор бай висок чоколш есадика меттики ох قاستيا айла улш юрт уже قادي لخشي حد قاشلا حيز ام программа штики уж. Также в этом году в сельском поселении запланирована частичная замена старых электросетей. Вот как сами жители воспринимают преобразование в родном селе. Проложили асфальт, подъезд к нашему детскому саду, за что большое спасибо Хаматханову Батыру. Потом построили ФОК для детей, оздоровительный комплекс. И школы большие, 1-я школа и 4-я школа. Это очень хорошо для образовательной деятельности. Хоз мешахан, хоз новый, някаж асфальтаж дахкат, хоз ходаж центр вахче уже видно, что хоз кильтират, хоз хамхадят, даже вот хайки вахче хоз хет. Соси оз балху юал, балху ухоз бадин гойсон каждый день, новый хамхаечах хоз хет школтх. Дошкольные учреждения, спортивные площадки, новые дороги и многоквартирные дома. Сегодня Троицкая – это яркий пример нового подхода к развитию. Благодаря такой инфраструктуре в сельском поселении формируется качественно новое пространство для жизни, комфортное и безопасное. Радат Хулхоева, Ахмед Гандаров, Новости 24.